Здравствуйте, Нина Витальевна. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, как появилась идея создать проект «Узоры верхней вычегды». Нам просто предложили, мы и не отказались, так сказать. Девчата поддержали. Мы занимаемся в основном традицией наших бабушек. Из чисто овечьей шерсти до изготовления носков и рукавичек. Было сначала хобби, наверное, да? Ну, естественно, мы все уже, которые дома вяжут для себя, для своих родных, для друзей. Носки, рукавички в деревнях это всегда вязали. Так что, в принципе, это не проблема, только проблема в том, что группироваться как на такой проект никто не желает. А потом все-таки решили это сделать, да? Ну да, в принципе, сперва отказались, один раз предложили, да. А почему отказывались? Но работа очень трудоемкая. Это надо прясть, сколько времени и сил надо. Надо чесать все это дело, потом красить, если цветное что-то делать. Ладно, вот без цвета, вот естественный цвет, который связал, и все. Ну, этот проект предложили и решили попробовать. Получится, нет, так нет. Но получилось. В принципе, да, конечно, очень много времени выделяю надо на это. И сил, желание, конечно, надо у девчонок наших. Когда вы написали проект? Получается, весной. Деньги выделили нам летом. Ну и вот на все это мы приобрели оборудование. 2 прялки, 1 кардер, краски для крашения готовой пряжи и саму овечью шерсть, потому что мы овец уже сами не держим. Шерсть надо покупать. А где вы покупаете шерсть? У населения, у нас в деревне вот пару человек, со скоро дома купили, потому что надо много. Как развивается проект в настоящее время? Чесальщицы чешут, кто придет, кто... А вязать пока уже дома вяжем, кто что на что раз, так сказать. А много у вас команда большая? Команда не очень большая. Вот Мария Николаевна, Мария Фридриковна, Татьяна Анатольевна, Анна Владимировна и я. Ну, иной раз бывает заходят, что кому интересно попробовать. А как часто вы собираетесь? Собираемся мы 2 раза в неделю. Удается ли реализовывать продукцию готовую? Ну, я вам скажу, не так, чтобы, потому что у нас получается дорого, чем с магазинной пряжи. Магазинная пряжа, она дешевле обходится. Но они же не из натуральной шерсти. Вот, но они же полезнее, чем эти магазинская. Но есть же ценители покупают? Немного, но есть. В основном берут вот простые носки, допустим, да. Но рукавички берут с магазинной пряжи, вот такие. Конечно, полезнее они, эти шерстяные, это теплее, мне кажется. Прибыль, значит, небольшая пока, да? Какая прибыль? Нет еще прибыли у нас как таковой. Так что девчата работают бесплатно. Конечно, кто связал и чья работа, за работу, как говорится, мы денежки возвращаем. Какие у вас планы на будущее? Может, что-то еще приобретать будете, модернизировать? Да нет, наверное, потому что желающих нет. Может, мы ненадолго, если только как кружок чисто, ну, как говорится, как бизнес, вряд ли. Я вот вижу, у вас тут кроме носков и рукавичек еще игрушки есть. Игрушки, это у нас Валентина Константиновна. Она прядениями, вязанием не занимается, она занимается вот этими делами. А вы их тоже продаете? Или нет, она не продает. Просто ради выставки? Она вот на праздники нам ведь такие подарки дарит. И вот на выставке куда-нибудь. А это, короче, она вот смастерила наш ветеранский хор. Ничего себе. Это у нас гармонистка, а потом все остальные участники. И прорекламируйте свой продукт. Вот именно носочки и рукавички. Носки мужские, Размер? шерстяные, 41 где-то. Покупайте. Рукавички вязаные, шерстяные, они полезные, теплые и лечебные. Если у вас радикулит, свяжем вам пояс из овечьей шерсти. Потому что если в просоленной воде подержать или рукавички, или наколенники, допустим, потом высушишь их, и можно на ночь одевать на больное и накладывать на больное место. Так что радикулит вам вылечим сразу.
сюда обращаться, к вам? Да, по телефону можно обращаться, можно зайти. Помещение-то где вам выделили? Помещение выделила администрация. Социально-культурный центр Шудлов. Выделили комнату, тут у нас, как говорится, и совет ветеранов собирается, и заодно и как кружковая, наша кружковая. Активный образ жизни ведете. Ой, не говорите, я говорю, до пенсии выйду, буду дома сидеть, куда там. Придем, поем, танцуем и в лес ходим. Молодцы. Да. Так что Так и надо. так и надо. Вот эта электропрялка, которую мы приобрели вот на грантовские деньги. Сперва надо чесать. Чесальный аппарат у нас вон, кардер, и сперва вот чисто стриженную овечью шерсть мы расчесываем на этом кардере. Так еще и красиво. Делаем вот в один слой, потом эти таких тоненьких два слоя мы потом накручиваем, сучиваем. И получается вот таких два слоя. И будет нитка такая. Из этого уже мы начинаем это вязание. Окрасить. А красить это опять же отдельная история и очень трудоемкая работа. Поэтому если покупатели у нас будут говорить, что это дорого, сам процесс делания вот всего этого до победного конца очень долгий и трудоемкий процесс. И пусть не жалеют денег, носки шерстяные, они всегда шерстяные, натуральные. И рукавички, пускай колючие немножечко, зато естественный массаж. Вот если она толстая идет, надо немножко поправлять, чтобы нитка была более или менее однородная. Нитки мы сделаем, да, и их надо стирать. Знаете, сколько надо много воды. Стирать еще надо? Конечно, она же грязная. Овечки же какие они, грязнульки же. Очень трудоемкий процесс, так что пускай, если желающие есть, не жалеют денег, зато этого они стоят. У нас основная тематика узоры верхней вычегды. Решили, что не забылись наши традиционные вязания в верхневычегодском орнаменте, геометрические фигуры. Кто любит такое, пожалуйста, всегда пожалуйста. Грантовый проект «Северное сияние. Женские инициативы по устойчивому развитию сельских территорий» финансируется Евросоюзом. В Республике Коми проект реализует фонд «Серебряная тайга». Благодаря ему грантополучатель смог реализовать свой мини-проект.